Ну вот у меня возникли приятные вопросы к Джашарбеку Сейтбиевичу Кочкарову, заслуженному работнику ЖКХ России, и много у него других званий. Я потом все это напишу. Джашарбек Сейтбиевич, можно просто называть, как и раньше, когда вы были совсем юны, и мы были знакомы и вели дружбу. Я как поэтесса, а вы как начинающий руководитель водоканала, а я как начинающая поэтесса. И вот столько лет мы дружим. И я очень рада, что присутствовала в вашей судьбе на выборах, когда вы баллотировались. И вообще наши семьи дружили. Я была у вас в гостях, знаю ваших детей. Вы очень замечательный человек. Много людей знают вас как добропорядочного, который приходит по первому зову на помощь к людям, на радость или еще какая беда случилась. Я очень уважаю вас. Ну, после нашей беседы я хочу, чтобы вы мне, вот зная ваши все эти награды, я хочу, чтобы все знали про них. Вот посмотрите, сколько у него всяких наград. Это они у него, знаете, Российской Федерации, Карачаево-Черкесии и многих других. Расскажите, пожалуйста, самый дорогой подарок, который, Джашарбек? Не стесняйтесь. Ну, они все дорогие. Сказать, дорогой. Они все дорогие, но самый дорогой. Ну, самый дорогой, наверное, мой первый орден, который я получил в 2005 году. Это который, покажите. Серебряный орден меценат. Меценат? Да. Охо. Сначала оттуда все пошло. Охо, как георгиевский какой-то, ты посмотри. Здание Академии наук России вручали, это первая награда. Надо ж. Надо ж. Начал. А здесь какой-то в бриллиантах какие-то, вот посмотрите, а это что? Это я получил с рук министра культуры Северной Кореи в 2006 году. О, мне посчастливилось побывать в Пхеньяне 4 дня. Форум «Посланники добра и мира» это ж надо. назывался. Именно он вручил этот орден державы. И посол России в Северной Корее Карл, которого убили в Турции. Вот эту медаль вручил он. Почетный меценат и благотворитель России. Срок его 2 награды я принес. Вот в момент церемонии награждения именно. Это вручение в Пхеньяне. Нас 70 человек ездили туда. Потом Карлов, посол России. Турция, тогда он был послом России. Так я вот, видите, я не договорила. Ну вот, я сказал, что Российской Федерации и Карачаево-Черкесия. А у вас награда, оказывается, мирового значения. Турция, Корея, еще? Был в Париже, в Риме по симпозиям водопроводчиков России. Водопроводчиков? В Риме. Скажите, вот вы столько стран побывали, где вам быт людей больше понравился? Или же архитектура городов, где больше интересней? Да, архитектура городов это, естественно, Париж. Рим, я вот внимательно смотрел архитектуру этих 2 городов. Это столица Европы. Париж все-таки. Сейчас говорят, как-то там не так, ну тогда чистенько, все уютно, все красиво было. Но самое главное, одно впечатляет. Когда, побывав в этих странах, в той же Корее, в Риме, Париже и во многих других странах, видишь, что происходит что-то не то, я уже начинаю болеть. Зная, что там такие же люди, как мы, там и живут, такие же доброжелательные, порядочные, нормальные люди. Когда где-то что-то, люди воюют, кровь льется, это неправильно. Наоборот, человечество должно беречь этот мир, маленькую, хрупкую планету Земля. И без того катаклизм, там, природные процессы уже начинают наступать на нашу планету. А здесь неуместно просто сказать и говорить, что я должен завоевать, я должен покорить. Это все излишне. И поэтому я болею, когда там что-то не так. И прошу Всевышнего, чтобы там тоже установился мир, чтобы люди жили нормально, спокойно. Аминь. Я считаю, Джашарбек, все люди – это
достойны уважения, потому что их сотворил Аллах Всевышний. Какой бы он нации не был, какой бы он вероисповедания не был. Но войны делают, я считаю, что группа людей, группа, партия войны, политики, которые воинственные. Это по всему миру воинственные политики что-то делят, что-то хотят приобрести, я не знаю. Вот столько горя сейчас. Где-то люди умирают, не хватает еды, воды. Вот в Африке наши ребята водокачки устанавливают за свои средства. Это очень отрадно, но почему-то мы не бережем мир. Вот по этому поводу я могу одно сказать. Я возглавляю ассоциацию маринских селений. После смерти Хачирова Исмаила, моего самого любимого человека, ближнего такого друга, я был первым заместителем. И мы проводили форум Талуки. Через каждые 5 лет в маринских селах, их 13, мы проводим такого рода форум. Начало в Мари в 1992 году. В Мари мы начинали. И вот тогда, тот день, 7 октября, мы проводили форум день рождения Владимира Владимировича Путина. Было. И наш АХС-24 попросил меня, чтобы я поздравил его от имени всех маринцев. Я поздравил, пожелал доброго здоровья, не тут в трудной работе, ему везения и удачи, и попросил одного. Ну все трудно, все мы потерпим. Ладно, я просил, уважаемый Владимир Владимирович, в большей мере ваша работа, чтобы была связана, чтобы не создавать новые очаги напряженности, чтобы не было войны, чтобы матери не оплакивали детей. Вы занимаетесь, и вы сегодня имеете большой успех в этом плане. Весь мир признал вас. Пожалуйста, на это надо обращать внимание. Остальное, приходящее, уходящее, потерпим. Не все сразу происходит в жизни людей. Я абсолютно уверен, что Россия будет самой богатой страной в мире. И там люди будут, народ будет жить счастливо, в достатке. Да. Успехов я тогда пожелаю. Сегодня то же самое говорю. Аминь. Аминь. Пусть вас услышат, пусть все это будет так, как вот ваша душа кричит об этом. Ну, насчет Мара, насчет Хачирова Исмаила, вы знаете, я его тоже очень обожала. Он первый депутат, да, карачаевский, народный депутат СССР. Но вот посмотрите, он жил в селе Чапаевском, он построил там много чего. Но почему? Он создал. Да, инфраструктуру. И большое ему спасибо. Что я хочу сказать? Ну почему вот это название Чапаевское должно быть? Почему нельзя его Хачировка назвать или Хачирель? Давайте над этим тоже подумаем. Знаете почему? Чапаевских и городов и сел предостаточно в Российской Федерации. Почему мы забываем своих чапаевцев? Это Хачиров, тоже революционер по-своему. Много хорошего сделал для карачаевского народа. Давайте это обсудим это на очередном каком-нибудь большом собрании, и надо что-то решать. И еще очень много названий. Красный Октябрь, Красный Курган, Красный Полкун, или еще что-то там, да. Ну, да, уже столько, уже до крови больно. Почему вот просто Кызыл назвать и все? Кызыл-эль. Поднимать над этим мы работаем, Карачаевский халк. Практически каждое заседание об этом говорим мы друг другу, что да, действительно надо называть имена. А тем более огромный, длинный труд вложил в это дело профессор Хапаев. Он обозначил на аланском, на карачаевском языке название всех гор, ущелий, рек. Это надо переименовать. Мы занимаемся этим вопросом. Действительно правильно. Степная улица есть, Курганная. А когда 27 героев наших, только в Великой Отечественной войне, их имена, они заслуживают того, чтобы мы переименовали. Я думаю, что это произойдет. Произойдет, Бог даст. Да. А мы будем работать над этим. Да. Не собираемся. Да. Ну, я не против Ленина, ради Аллаха я не против. У нас вот единственный проспект в городе Карачаевске, проспект Ленина. Ну, я не знаю,
У нас была я во Владикавказе, там такое почет и уважение к Костахи Тагурову, проспект Костахи Тагурова, университет имени Костахи Тагурова, улица Хитагурова, там дворец какой-то спорта Хитагурова, села есть Хитагурова, а у нас я к 4 главам администрации до 2 последних ходила с петициями, несколько там было петиций. Первая – это просьба, чтобы у нас свое телевидение было. В Хабезе есть телевидение, в Учкекене есть. А вот Карачаевск – это вот центр карачаевского народа, да? Нету телевидения. Оно должно быть, потому что мы много ничего не узнаем вовремя и не можем пойти на те же административные сходы. Не можем, не знаем. Через 3 дня я узнаю, что было там вот такое-то мероприятие. А так бы люди с удовольствием бы смотрели. Вы не сможете помочь вот именно, чтобы у нас телевидение работало? И еще улицу Ленина переименовать, не улицу, а проспект. У нас есть и Кочкаров великий, и Семенов великий. Ну, можешь же какие-то имена их не запечатлеть? Ну, почему мы такие? Ну, почему мы такие? Не пойму. Вы имеете в виду господ Кочкаров? Да, конечно, Значит, Кочкаров. улицу Ленина, видимо, давайте не будем трогать. Не будем трогать, ну пусть Ленин, будет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это признанная личность 20 века. Поэтому я абсолютно Хорошо. не согласен с этим. А господа Кочкарова, улица Влачкалова до 43 года, когда нас депортировали, выселили, переименовали на Чкалова. Ну, будем работать, чтобы вернули. Действительно, по закону реабилитации улица должна по-прежнему назвать именем Кочкарова. Мои переживания по руслу? Да, есть такие моменты, абсолютно я согласен с этим делом. По телевидению этот вопрос часто возникает, много раз возникает, затухает, возникает, затухает. Я думаю, что этот вопрос тоже будет решен. Я сегодня не готов ответить на этот вопрос. А так предстоит сделать много. Не в ущерб другим народам, которые проживают в Карачаево-Черкесии. Да. Самый спокойный регион – это Карачаево-Черкесия, где 5 субъектов, образующих население, живут вместе без каких-либо конфликтов. Религиозных, национальных. Чтобы без власти. Все зависит от руководителя. Так что надо этот мир беречь, передать нашим детям, подрастающим поколениям, чтобы они жили в мире согласия, понимая друг друга. Сегодня сказать, что я имею больше прав, мне Всевышний уполномочил какими-то определенными большими правами перед другим народом, это глупость. Так нельзя. Да. Мы должны жить в мире согласия, как жили наши предки. Всегда должны понимать друг друга, уважать и ценить. Да. Джашарбек Сергеевич, дружбу. а это что? Нашу дружбу. Это что-то какие-то шикарные сундучки. Да. Владимир Владимирович. А это что? Да, будучи я в Северной Корее, когда в 2006 году ставил вопрос, пойдет Владимир Владимирович Путин на 3-й срок, гостелерадиокомпания Северной Кореи, почему-то меня остановили, 70 человек делегация. Представляете? Я дал интервью там, после чего спустя полгода в овальном зале Кремля наградили часами Владимира Владимировича Путина. Часы? Да, именные часы Владимира Владимировича Путина. Но я свое видение там говорил. Видимо, из-за этого и наградили. Спасибо. Общественная награда, здесь и государственная, и общественная награда. Ну, это все хорошо. Джашарбек, расскажите немножко теперь просто о быте своем. Где вы учились? Образование какое? Заканчивал Ставропольский политехнический институт, инженер-электрик по специальности. Инженер-электрик? Да, начинал работу здесь, после института, мастером электрика. Ну, вернулся, был на 8 месяцев, отправили к горкомхоз главным инженером, потом вернули назад сюда. С тех пор работаю здесь. Служили в армии? Служил, да, после службы поступил. А куда, где служил, кем были? В Тбилиси, в учебке, потом в Армении
приграничный танковый полк Вечмедзины. Механик водитель средних танков первого Ты. класса в армии. Ну, я знаю, что Вспоминаю вы... свой танк все время, когда смотрю биатлон, хочется сесть за рычаги, как тогда, юные свои годы, и повезти эту машину. Тоже, Мой супруг на виду тоже такая танкистом. махина, так легко. Ведешь, Представляете? и под воду приходилось. И под воду? 5,5 метров брод брать. Да, и ни капли воды внутри Чуть-чуть она бывает, капала, да? Чуть-чуть. Страшно. Страшновато. Бывает, а так все нормально. Так, Здорово. юность. Танкисты Приятно наши. вспоминаешь все это. Это пройденный этап жизни. Ну, скажите, вот самые интересные такие воспоминания юных лет. Студенческие годы. Служба в армии тоже. Так. Ну, там человек полностью раскрывается, от юноши превращается в мужчину в армии. Происходит формирование характера, личности. Тогда армия, вот она тем и знаменита, поэтому старались, что попасть в армию. Наши родители, наоборот, сдерживали. Я сбежал. Пошел в военкомат. Сам Получил сбежал. на 29 октября повестку, дома не знали. Потом узнали, перед фактом поставил, ушел в армию. Думаю, приду, потом поступлю. И так и получилось. Джашарбек, а ваше хобби есть? Хобби? Хобби у кого оно не бывает. Ну, скажите, что... Хобби это занятие волейболом, Так. игра в волейбол, бильярд. Занимаюсь в свободное время охотой. Убивать не люблю зверей. Просто сам процесс интересен. Посмотреть этот город, сесть где-нибудь и наблюдать бинокль. Эту красоту, которую мы не замечаем из-за того, что мы каждый день это видим. Мы не ценим это, не оцениваем по достоинству. А так, когда время в рыбалке, говорят, на охоте, вот то время тебе не принадлежит, потому что ты ни о чем не думаешь. Тебя поставили на 1 час, сиди здесь, а ты должен сидеть, не двигаться. И в это время вспоминаешь все. Ощущение, детства, да, такое? Да, детство, да, сегодняшнего дня. Родства Вся с жизнь природой. перед глазами твоими. И смотря на всю эту красоту, вот тогда действительно думаешь, как прекрасен этот мир. Большой семье вырос. 7 нас. 7? 4 сестер, 3 братьев. Я старший. Старший в семье. Да, 2 брата младших. Казбек Качкарова хоть. Там мой прямой младший. Руслан. Сестра старшая умерла. Сегодня 3 сестер и 1 брат. Царство небесное. Чандетли Отец, Лосула. мать умерли тоже. Сколько детей у вас? Детей Ваших? 2. 2 внуков. Я знаю, что вы, дедушка, поздравляю. Давайте я за руку поздравлю. И Аллах закалым болсын. Сколько у вас детишек, внуков? Девочка, мальчик. Здорово. Обзавелись семьями. Там девочка, 2 девочек подарила. У внучки мальчика. уже правнуки или я не понял? Не, А. 2 внучки и 1 внук. А вот так у вас. От дочери. От дочери. От сына внук. Такой Машалла. настоящий Качкаров. Продолжается 10 месяцев, Качкаровская ведь. Это копия Казбека. Вот я думаю, что он Машалла, вырастет, машалла. станет борцом. Да. Сообразительный пацан. Сколько ему? 10 месяцев. 10 месяцев такой маленький. Как его назвали? Алим. Алим? Алим – это в переводе с карачаевского языка ученый. Дай Аллах, чтобы он стал ученым человеком с большой буквы, как его дедушка, вот такой благородный, ну, я не знаю, готовый прийти на помощь по первому зову, любящий человечность, благодарный такой вот. Ну, Джашарбек, что бы вы еще хотели сказать? Вот что-нибудь на прощание, Хочу завершить сказать, нашу встречу? Обращаясь к жителям республики нашей, хочу поздравить с праздником Победы. Буквально недавно мы отмечали С праздником для Победы. возвращения карачаевского народа. Большое мероприятие мы провели и в городе Карачаевске, Карачаево, Черкесске, Зеленчуках, Малом Карачаеве. Поэтому, поздравляю с этими праздниками, хочу пожелать доброго здоровья. Хотелось бы, чтобы ветераны, оставшиеся часть, жили дольше. Я всегда думаю, Аминь.
тупо делают, как бы, чтобы они жили дольше. Это те люди, которые вынесли все тяготы войны на плечах, живота не жалеют. Они спасли всю цивилизацию земную от коричневой чумы фашизма. Они спасли нашу Родину. И сегодня ни один политик не имеет права говорить, что я такой-то национальности, я россиянин, я не россиянин, мы все россияне. Поздравляю я всех россиян с праздником Победы. С Днем Победы! Удачи, долгих лет жизни. Аминь.